Это Тандыр Медиа, меня зовут Дмитрий, всех приветствую, желаю мира и благополучия. Сразу просьба поставить лайк этому выпуску, так он соберет гораздо больше просмотров. А я начинаю. 15 миллионов долларов – такой оказалась цена свободы для Куванычбека Кангантиева. Напомню, накануне городской суд сообщил, что экс-депутата Джигурку Кенеша приговорили к штрафу в 500 тысяч сомов, признав его виновным по 5 эпизодам земельных махинаций в Бишкеке. И вчера еще многие удивлялись в комментариях, что, мол, легко отделался. Однако все оказалось гораздо сложнее. Вчера же ГКНБ уже поздно вечером выдал релиз о том, что Кангантиев не только признал вину и согласился сотрудничать со следствием, но и передал государству свою недвижимость более чем на 1 миллиард сомов. В ходе расследования обвиняемый признал вину, заключил соглашение о признании вины, оказал содействие следствию и добровольно передал в собственность государства 6500 квадратных метров жилых и коммерческих помещений в строящихся объектах компании Royal Construction общей рыночной стоимостью 15 миллионов долларов, около 1 миллиарда 311 миллионов 750 тысяч сомов. А вот задержанный соратник экс-начальника бишкекского управления ГКНБ Эльдара Джакыбекова по прозвищу Лизун помещен под арест в СИЗО-1. Первомайский районный суд Бишкека принял решение заключить его под стражу до 15 августа. Почему такой маленький срок, трудно сказать. Возможно, так попросил следователь военной прокуратуры, которая ведет это дело. Кстати, это обстоятельство дает нам право с большой долей вероятности предполагать, что этот Лизун – сотрудник ГКНБ. Военная прокуратура не ведет дела гражданских лиц. Еще благодаря этому решению суда нам стали известны инициалы Лизуна – S.U. Полное имя и фамилия не разглашаются. Так вот, этот S.U. проходит в качестве подозреваемого по делу, возбужденному по статье «Коррупция», так же, как и сам Эльдар Джакыбеков. По этому же делу, кроме них, были задержаны директор Республиканского спортивного колледжа Айбек Ташматов по прозвищу Кучук, что значит «щенок», а также бывшие сотрудники ГКНБ, известные по прозвищам Пито и Вазелин. Это просто жуть какая-то в общем. Крупная претензия прилетела организаторам состязаний Формулы-1 на воде. Организаторы там, напомню, Федерация водно-моторного спорта и ее руководитель Айбек Абылкасымов, а также Госагентство по туризму, которое возглавляет Эдуард Кубатов. Так вот, в Тредсе появилась длинная ветка от лица волонтера, который приехал на игры с желанием поднабраться опыта. Ну и в итоге опыт этот волонтер получил нешуточный. Из впечатлений волонтера. На завтрак маленькая порция рисовой каши, 1 кусок хлеба и около 10 минут, чтобы успеть поесть. После этого ничего, буквально ничего. До позднего вечера волонтеров просто держали на площадке на случай, если появится работа, под палящим солнцем, без нормального места, где можно было хотя бы сесть. Поэтому большинство сидело прямо на камнях. И это мероприятие международного уровня. Ну и далее участник этого волонтерского движения сетует, как заставляли убирать мусор, перетаскивать ограждения, мыть мебель. И все это, разумеется, бесплатно. К питанию претензии были отдельные. Солнце жарит, негры пашут. Все это бесплатно, и невольно возникает вопрос, почему волонтеры выполняли работу грузчиков, уборщиков и подсобных рабочих. Почему задачи, для которых обычно нанимают оплачиваемый персонал, перекладывались на людей, которые приехали помогать добровольно? Отдельная тема – питание. После многих часов на жаре хотелось хотя бы нормально поесть, но еда была настолько плохой, что многим было тяжело ее есть. В комментариях к этой ветке пользователи старательно отмечали организаторов Формулы-1 на воде. А организаторы старательно избегали ответа и делали вид, что не заметили, как их отметили. Впрочем, возможно, будет и объяснение с их стороны. Кстати, Эдуард Кубатов обещал,
что через несколько дней после окончания состязаний будут опубликованы результаты некой независимой экологической экспертизы о том, как повлияли гоночные болиды на состояние озера. Пока ничего не опубликовано, хотя несколько дней уже прошли, и никто из организаторов не рассказал о составе этой независимой комиссии. Интервью давали только государственные чиновники из Экотехнадзора. Но это чиновники, и их трудно назвать независимыми экологами. Мэрия Бишкека снова получает спасибо и привет от жителей. Речь идет о надземном пешеходном переходе в микрорайоне Кокджар. Говорили, что это вроде как самый большой надземный мост в столице, и это очень радостно. И, кстати, мост этот оборудован лифтом, вот только лифт не работает. Ловите, спасибо, мэрия, вы заслужили. Вот она моя история. Построили нам мост в Кокджаре. Я детей отправляю через мост. А сама с коляской и самокатами перехожу через пешеход, который, как вы видите, добросовестно закрыли. Ну что сказать, спасибо вам, мэрия. И спасибо вам за этот мост не только от этой жители. Вот еще одно спасибо от жителя. Недавно построили надземный переход на улице 7 апреля в микрорайоне Кокджар. За переход спасибо, но как быть людям с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья? Пандусов нет. Лифт не запустили, зато убрали светофоры. Теперь переход через дорогу – квест или русская рулетка. Ну, можно же сделать все по-человечески. Запустите лифт, либо установите пандусы. Честно, уже накипело. Ну и зафиналим эту тему еще одним посланием. Опять от жительницы, теперь уже лично мэру Бишкека Айбеку Джанушалиеву. Мэр города, просто за что ты ненавидишь людей? Спрашивает жительница у градоначальника, опять же в связи с этим мостом в Кокджаре. Старшая дочка захотела пройти через мост, хотя я хотела пройти на светофоре, пройдя 500 метров туда и обратно. Пока я поднималась с коляской, вторая дочка поднималась с самокатом и упала на лестнице. Слов нет, одни маты. И тут на днях мы передавали мэрии Бишкека привет и спасибо от жителей за велосипедную полосу по улице Курманджан-Датки, там, где посреди полосы стоят столбы, и была нанесена разметка с указанием, как эти столбы объезжать. Так вот, эту заботу мэрии велосипедисты не оценили, и вышеуказанное спасибо было пропитано сарказмом. В мэрии, видимо, этот сарказм услышали и проблему решили. Решили, как умеют. Велополосу просто закрасили вместе со стрелочками и указателями. Но следы остались, и осадочек тоже. Недавно был репортаж по велосипедной дорожке, что она идет возле столбов. Вот мэрия все благополучно закрасила. Это все стрелки закрасили. Все были недавно желтые. Посмотрим, что будет дальше. Тем временем мэрия Бишкека уже недвусмысленно намекает горожанам, что в дни саммита ШОС и открытия Всемирных игр кочевников и вообще с 25 августа по 10 сентября, когда в столицу приедут высокопоставленные гости, жителям Бишкека лучше будет убраться из столицы. Мэрия предлагает, к примеру, отправиться в путешествие. Как вам такая идея? Оказывается, некоторые турфирмы специально под это дело предусмотрели скидки. Мэрия Бишкека приглашает жителей города с 25 августа по 10 сентября 2026 года ознакомиться с предложениями туристических компаний и воспользоваться специальными скидками на поездки по популярным туристическим направлениям. В рамках акции предлагаются следующие туры: Сары-Челек, Сонгкуль, Кельсу, конный тур, Алматы. Длинные выходные – прекрасная возможность провести время вместе с семьей, друзьями или коллегами, увидеть красивую природу Кыргызстана и отправиться в небольшое путешествие. Конечно, напишите в комментариях, готовы ли вы отправиться в небольшое путешествие в эти дни. Дали ли вам дополнительные выходные на работе на эти дни? А если дали, то будут ли они оплачены? Напомним, 30-31 августа и 1 сентября в Бишкеке пройдут саммит Шанхайской организации сотрудничества и церемония открытия Всемирных игр кочевников. В гости к нам приедут более 20 президентов разных стран мира. Ранее пресс-секретарь президента Аскат Алагозов уже просил бишкекчан по возможности выехать из столицы.
В этой связи обращаемся к жителям города Бишкек с просьбой по возможности эти дни провести на Иссык-Куле или в других местах отдыха. Иначе неудобства возникнут прежде всего для вас самих, поскольку в течение 3 дней дороги в городе будут часто перекрываться. Ученики школ и студенты высших учебных заведений приступят к занятиям с 15 сентября. Поэтому необходимости спешить в Бишкек к 1 сентября нет. В связи с этим вы уже сейчас можете планировать свой отдых до 15 сентября. Интересно, что 10 июля президент Садыр Джапаров подписал указ, который дает Кабмину право объявлять дополнительные выходные в отдельных регионах в период до 1 июля будущего года. К примеру, в связи с крупными государственными мероприятиями. Причем выходные эти должны быть оплачиваемы. Но что касается госслужащих и бюджетников, тут проще, оплатит государство. А вот что касается частных компаний, я не до конца уверен, что работодатели оценят такую инициативу. Кстати, если вы работодатель в частной компании, напишите в комментариях, готовы ли вы оплачивать дополнительные выходные своим сотрудникам. А что касается темы президентских кортежей и прочей высокопоставленной помпы, то вот вам простой пример, как может быть иначе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который фактически является первым лицом этой страны, сегодня на Иссык-Куле совершил велопробег. Вроде как вдвоем с помощником. Проехали 30 километров. Никакие дороги при этом никто не перекрывал. Никто и не знал об этой велопрогулке, пока он сам не выложил у себя в Инстаграме вот этот рилс. Օրս սկսեցի հեծանվային զբոսանքով Իսիք-Կուլ լճի ափերով։ Լավ օր բոլորիդ։ Кстати, Пашинян сегодня на Иссык-Куле в Чолпон-Ате, он участвует в Евразийском экономическом форуме. Занимайтесь спортом хоть дома, хоть в спортзале, хоть на улице. Депутат Дастан Бекешев призвал кыргызстанцев уделять больше внимания физкультуре и подкрепил эти слова собственным примером. Хоть дома, хоть в спортзале, хоть на улице, занимайтесь спортом. Я почему вас прошу, чтобы вы потом к нам, депутатам, не приходили, не говорили, у меня здоровье сломалось, там, укол сделайте за счет государства. Поэтому я вам говорю, занимайтесь спортом, не лежите на кровати. Не надо просить у государства здоровья. Ну и напишите в комментариях, если у вас привычка требовать что-то от государства, или вы уже привыкли обходиться своими силами. И, кстати, в ближайшие дни физкультурой лучше заниматься дома или в спортзале. Штормовое предупреждение распространил Кыргызгидромет. В ближайшие 4 дня по всей территории Кыргызстана ожидаются сильные дожди и грозы. В горах и предгорьях заметно вырастет риск схода селей. Будьте осторожны. Еще более интересные новости подготовила моя коллега Перизат Саидбурхан на кыргызском языке. Ссылка на этот канал есть в описании. А я желаю вам всего хорошего и отличных выходных.